Я позвонила уже сама по сотовому телефону на скорую помощь. Мне сказали, что мой сын погиб. Когда я приехала со своими родственниками в 15-ю горбольницу, я спросила у врача, что случилось. Он сказал, что я такое за 17 лет впервые вижу. Ваш сын лежал в луже крови и с рваной раны, как будто у него вырвали кусок мяса с локтя, с предплечья. Я такой, говорит, картины не видела. Это ужасная, говорит, картина. Вся голова была у него сбита, в пах, ягодицы, колено разбито. А потом вещи, которые я увидела, кровь была, течение было крови сверху вниз, как будто его в подвешенном состоянии пытали. Я звонила диспетчеру скорой помощи и сказала, почему с отделения Азина-2 скорой помощи увозят убитых людей. Она говорит, у нас это каждый день такое случается. Из этого Азина-2 у нас людей избитых и убитых увозят. Это нормальное явление для данного отделения милиции вот на тот период. Мне так ответили. Там было около 7 милиционеров, они рвали журналы их, какие-то там протоколы, переписывали. На мои вопросы ничего не отвечали. Я не знаю, что они там делали. Там, по-моему, даже были руководящие должности правоохранительных органов, потому что там все скрывали все следы преступления, вот этого тяжкого преступления, которое совершилось вот в Азино-2. Когда Бастрыкин приезжал 21 марта, я была очень, очень довольна данной встречей, потому что он очень внимательно выслушал и обещал, что тщательно расследует данное уголовное дело. В общем, мы ему все подробно рассказали, что случилось в ту ночь с моим сыном, как он погиб в этом отделении милиции Азина-2. Когда мы даже спрашивали суть уголовного дела, он ни фамилии не знает работников вот Азина-2, ни показаний свидетелей тоже не знает. Ну, то есть уголовное дело практически им не было изучено. Я жду ответа, но какой-то заинтересованности расследования данного дела нет, могу сказать так.